каждого жителя Осетии есть место, способное вызвать порыв эмоций и приятные воспоминания. Редакция Осетия Ньюс уверена, что очередной выпуск рубрики «Топ-5» непременно вызовет у многих жителей Северной Осетии чувство ностальгии. Мы подготовили 5 мест, которых уже нет во Владикавказе в первозданном виде, либо вовсе. На 5 месте настоящий рай для детей и головная боль для взрослых – бывший детский мир. То, каким его запомнили многие горожане – это продажа виниловых пластинок и музыкальных инструментов на 1 этаже. На 2 находился отдел уцененных товаров и несколько рядов с игрушками. Сейчас же здание детского мира превратилось в роскошный гранд-отель «Александровский», где останавливаются самые почетные гости республики. На 4 месте расположился планетарий, а точнее то, что от него осталось. На это здание до последнего претендовали религиозные общества, желающие возродить на этом месте шиитскую мечеть. Сам планетарий появился в середине 20-го столетия, и для большинства жителей республики это здание ассоциируется с космосом, а не религией. В прошлом году была сделана скромная попытка остановить разрушение здания и начать его ремонт. Что будет дальше, покажет время. А сейчас здесь, как говорится, не помолиться, не просветиться. На 3 месте детский пруд. Лягушатник – так называли горожане водоем, который находился в парке в самом центре Владикавказа. Это место было самым любимым для юных горожан в летнее время. Но потом пруд осушили и затеяли стройку торгово-развлекательного центра с высотной гостиницей. Ну и как, увы, случается в Осетии, денег на завершение не хватило, объект обнесли забором, рядом для отвода глаз поставили аттракционы, а недостроенная высотка портит историческую часть города, а также привлекает городских экстремалов. На 2 месте знаменитый и многострадальный киноконцертный зал «Октябрь». Выступления знаменитых народных артистов, концерты звезд местной эстрады и даже митинги. «Октябрь» видел практически все. Теперь на месте культурного объекта красуется уже привычная автомобильная парковка. Говорить о перспективах появления музыкального центра имени Валерия Гергиева немного боязно. 1 раз уже сглазили. И все же хочется рискнуть. Поговаривают, что стройка начнется уже в следующем году. Ну и на 1 месте забытая всеми канатная дорога. В 80-х годах 4 вагончика курсировали от водной станции до Лысой горы. Канатная дорога работала только летом, ее протяженность составляла 3 километра. На самой верхней станции, одноименной с горой, была оборудована смотровая площадка, откуда открывался непередаваемый вид на Владикавказ и на Большой Кавказский хребет. Однако жители города были лишены этой радости. В 1992 году по экономическим причинам канатка перестала работать. В настоящее время она не демонтирована, но находится в заброшенном, полуразрушенном состоянии. Восстановить ее, по оценкам экспертов, не представляется возможным.